Хоть раз задались вопросом, через сколько время их поймали? Теперь второй вопрос. 400 километров. Сколько время займет? Напали в 19:50, это заняло 20 минут, были за 400 километров от самого Крокус-Сити-Холла. Задавайтесь вопросом или просто возьмите машину и езжайте туда. Сколько у вас это время займет? Почему я это говорю? Потому что это произошло вечером 19:50, а когда их поймали, было светло. Вы где видели таких террористов, что выбрасывают свои оружия? Почему? Людей, которые гнались за этими террористами, почему никто из них не пострадал, если они, эти террористы, если были такие опасными? Камеры могут подтвердить это, камеры могут подтвердить, да. Он имеет доказательства, что он не был там, на место преступления. Почему его доказательства не проверили? Пожалуйста, вот честно ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Взорвалось 4 бомбы. Нападавший задержан. Его личность установлена. Это местный житель 2001 года рождения. Вопрос. После этого случая нужно, получается, что ненавидеть уже русских? Но это же глупо. Самый неудобный человек для власти – это тот, который задает много вопросов. Почему? Потому что когда ты задаешь много вопросов, ты достигаешь истину. И не забываем одну очень хорошую фразу. И, насколько я помню, говорят: разделяй и властвуй. Я даже могу сказать, что они начали нарушать права пострадавших. Как? Почему? Потому что такими действиями пострадавшие никогда не узнают правду. Ассаламу алейкум. Меня зовут Мухаммад Шарипов. Хочу выразить искренние соболезнования семьям и близким людям, которые погибли в этом теракте, который произошло в Крокус-Сити-Холле. И желаю выздоровления и терпения людям, которые пострадали и находятся сейчас в больнице. Это очень большая трагедия. Не только для этих людей, которые пострадали, но и для всего народа. Для какого народа? Для нас, для вас. Точнее, здесь не должно использоваться слово нас, вас, потому что это одна очень большая трагедия для всех. И не нужно поддаваться провокациями и разжигать межнациональные розни. Не нужно из-за этого ненавидеть всю нацию. Почему после этого теракта стали массово избивать людей, которые по национальности они таджики? Разве Россия не многонациональная страна? Он заявил, что Москва будет стремиться к демилитаризации и к денацификации Украины. Если это так, мы не должны видеть сегодня то, что происходит в России против мигрантов. Мужчина с ножом напал на компьютерный клуб в подмосковном Фрязино. По словам очевидцев, он кричал «смерть нерусским». 3 человека получили ранения. Нападавший был задержан. Мотивы преступления выясняет полиция. В Калуге группа неизвестных избила на улице 3 граждан Таджикистана. В Благовещенске Амурской области неизвестные подожгли ларек, принадлежавший мигрантам. А некоторые пассажиры такси стали отказываться от поездки, если водитель таджик. Если это продолжается, то я не буду верить в то, что Россия борется на Украине против нацистов. Почему? Потому что то, что сейчас на данный момент происходит в России, я по-другому не могу назвать это, кроме нацизм. В нескольких телеграм-каналах националистических группировок, в частности НСВП, появились призывы к российскому насилию. Почему люди заказывают такси, у них спрашивают: если вы из Таджикистана, отменяйте заказ. Почему сами таксисты, которые работают в такси, их увольняют? Почему целую бригаду, которые работают в строительном компании, их выгоняют? Говорят: собирайте вещи и идите нахуй отсюда. Почему мальчиков в школе избили и засунули голову в унитаз? Это потому что кто-то сказал: значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно. И почему все это действие происходит именно в этот момент против этих людей, против мигрантов? Потому что они таджики, так? Почему против таджиков так делают? Потому что террористов, которые поймали, они оказались таджиками, да? Давайте разберемся так, по чесноку. Я и мы, все народ Таджикистана, против терактов, против терроризма. Если оказывается так, что у нас среди нашего народа оказывается какой-то террорист, мы сами
разберемся и очень жестко с такими людьми. Это всем понятно. Но если будем по чесноку работать, то где доказательства? Я не защищаю, ни в коем случае не защищаю. Сейчас идет обвинение против нации. Даже если эти люди совершили в том, что их обвиняют, все равно не нужно обвинять целую нацию. Во-вторых, где доказательства того, что это они совершили? Где? Я хочу здесь подчеркнуть то, что я не говорю, что это они не делали. И также я не могу сказать, что они это делали. И то, что сейчас в России происходит, то, что правоохранительные органы сейчас делают, они нарушают не только права преступника, да, даже у преступников тоже есть права. Я даже сейчас не хочу сказать, что они нарушают права преступников, хотя так и есть. Я даже могу сказать, что они начали нарушать права пострадавших. Как? Почему? Потому что такими действиями пострадавшие никогда не узнают правду. Те, кто это сделали, даже я открыто говорю, что я хочу, чтобы их наказали. Но как мы можем, то есть как вы можете их наказать? То есть я имею в виду правосудие России, да? Для того, чтобы их наказать, нужно их найти сперва, да? Для того, чтобы найти человека, нужно допрашивать и найти доказательства причастности этого человека к этому делу. Правильно? Где вы видели во время задержания этих людей, что их допрашивали? Где нашли какие-то доказательства? Где вы это видели? Если вы где-то видели какое-то доказательство, если вы где-то видели допроса, покажите, пожалуйста, мне. Я это говорю не в защиту этих людей, я это говорю в защите всего населения, всего нации, не только таджиков. Смотрите, появляется какая-то угроза, говорим в контексте именно России, появляется какая-то угроза, кто-то нападает, нужно эту угрозу устранять, чтобы это опять не повторилось. Это случилось. Кого-то задержали и обвинили в этом. А что, если это не они? Мы угрозу убрали, уничтожили саму угрозу? Нет. Потому что это не факт, что это именно они. Я обращаюсь к гражданам. Вы не задавайтесь вопросом, что а что, если это не они? А для того, чтобы найти ответ в этом вопросе, а что, если это не они? Для того, чтобы вам ответили на этот вопрос, нужно, чтобы вам предоставили доказательства тому, что это они делали. Так? Вопрос. Где доказательства? Есть много несостыковки, но доказательства ни одной. То, что у них одинаковые одежды. И что? Я опять повторяюсь, я не поддерживаю их. Я не поддерживаю теракт. Я не поддерживаю террористов. Я против этих людей. И для безопасности всех людей в мире, не будем нацистами, не говорю для безопасности именно русских или именно таджиков. Для безопасности всем, кто этот случай хоть как-то может касаться. Я обращаюсь к гражданам. Почему? Потому что сейчас очень плохие отношения, очень плохо относятся к мигрантам. И кто именно это делает? Народ. А народа к этому подготавливает кто? Вы сами знаете кто. Но я обращаюсь к народу. Для того, чтобы устранять такие угрозы, нужно сначала определить. Определили, но говорят, что допустим, поймали. Самый неудобный человек для власти это тот, который задает много вопросов. Почему? Потому что когда ты задаешь много вопросов, ты достигаешь истину. И не забываем одну очень хорошую фразу. И, насколько я помню, говорят: разделяй и властвуй. И в данный момент что происходит? Разделение. У каждого человека есть друзья. У меня есть друзья, не только таджики, русские, и другие тоже. Но в данный момент сейчас это все разрушается. Но это очень глупо, если вы друг друга будете ненавидеть. Во-первых, даже хоть это и если они и делали, все равно не надо ненавидеть. Это глупо. Во-первых. Во-вторых, это еще не доказано. Я сейчас скажу несколько вещей, но перед этим хочу сказать одно. Такую вещь, пожалуйста, честно ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. Разве не было именно в России такие случаи, что очень нехорошие дела совершили именно граждане России? Господи, там кто-то стреляет, девчонки. Взорвалось 4 бомбы. Нападавший задержан. Его личность установлена. Это местный житель 2001 года рождения. Вопрос. После этого случая нужно
получается, что ненавидит уже русских? Ну это же глупо. Нету, в законе нет такой статьи, по которым нужно, если кто-то, представитель какого-то нации, совершал какое-то преступление, и для этого нужно осудить, наказать всю нацию. Это же нету нигде. Задаемся вопросами, как я сказал. Для того, чтобы устранять какую-то угрозу, нужно это определить. То есть в этом случае как мы определяем угрозу? Нужно найти этих людей. Для того, чтобы это не повторялся, вот, то есть сажать преступника для чего? Вот логически. Сажают преступника для того, чтобы это преступление не повторялось. Так? Окей. Но для того, чтобы преступника сажать, нужно определить, что это он. Как определяется? Проводится допрос, собираются улики, доказательства к этому, и все, сажают, значит мы убрали угрозу, устранили угрозу. Но в этом случае же это не сделано все. Задавайтесь вопросом. В 19:50 люди напали в Крокус Сити Холл, расстреляли. Это продолжалось 18-20 минут. Они уехали. Их поймали за 400 километров от Крокус Сити Холла, вблизи границы то ли Украины, то ли Беларуси, говорят. Но не суть важен это. Вы хоть раз задались вопросом, через сколько время их поймали? Теперь второй вопрос. 400 километров сколько время займет, чтобы поехать эту расстояние? То есть эти люди, если напали в 19:50, это заняло 20 минут, то получается, что 20:10 они покинули. Плюс-минус, да? Покинули. Считайте, 400 километров они уже были за 400 километров от самого Крокус Сити Холла. Задавайтесь вопросом или просто возьмите машину и езжайте туда. Сколько у вас это время займет? Почему я это говорю? Потому что это произошло вечером 19:50, а когда их поймали, было светло. Считайте, это сколько время? 8, 9, 10, 11, 12, час, 2 часа, 3 часа, 4, 5, 6. Во сколько уже будет светло в этом районе? Во сколько будет светло? Просто делайте эксперимент. Я сейчас не нахожусь в России, я не могу сделать такой эксперимент. Просто один раз делайте такой эксперимент. Это раз. Второе. Где вы видели такого? В самом здании находится полиция. Почему они не успевали? За 5 километров тоже. Почему за 20 минут, которые они находились там, никто не успевал? Да, я знаю, что такие версии много людей рассказывали. Но я другие вопросы тоже здесь задаю. И я делал расследование, но на другом языке для своей аудитории. Почему? Потому что среди наших блогеров, к сожалению, есть такие тоже, что ничего не разобрав ни в чем, начинают нагнетать ситуацию еще хуже. Больше всего я для них это делал, но я для русского народа тоже объясняю ситуацию, которые постараюсь вещи говорить такое, что да, я знаю, что российские блогеры, российские аналитики тоже все это говорили, но буду говорить некоторые вещи, которые эти не были озвучены. Например, допустим, берем, что террористы напали. Там говорится, что они выбросили оружие. Почему? Вы где видели таких террористов, что выбрасывают свои оружия? Почему? То есть за террористом гонятся, они видят, что за них гонятся, они выбрасывают свои оружия. Почему? Почему никто не пострадал? Я имею в виду, кого именно? Кого я имею в виду здесь? Людей, которые гнались за этими террористами. Почему никто из них не пострадал? Если эти террористы, если были такие опасными. Смотрите видео, как они расстреливают. Смотрите видео, как они режут. И смотрите то видео, как они кричат, как зайцы. Как-то я смотрел такой фильм, когда человека отпускают, обещают какой-то вот как игра. Говорят, что ты бежишь по лесу, если убежишь, мы тебя не догоним, ты возьмешь вот столько-то денег, окей, ты свободен. Если мы тебя догоним, то убьем. Охотятся за человеком, действительно. Вот здесь мы видим такую же картину. Вот смотрите, опять говорю, гонятся за террористом. И террорист в это время выбрасывает свое оружие. Как, зачем, почему? Не задавайтесь просто вопросом, почему они выбросили свои оружие. Почему они выбросили?
Зачем им это надо было? Они же могли в ответ стрелять этих людей, которые за ними гонятся. Следующий вопрос. Почему они были без бронежилетов? Где бронежилеты? То есть они были готовыми умереть, если были без бронежилетов? Или они знали, что им ничего не будет? Или они знали, что пока они там расстреливают все, спокойно уходят оттуда? Может, поэтому у них не было ничего? Следующий вопрос. В этом торговом центре очень много камер. Вы сами вот просто вбейте в интернет, в ютубе, там какая-то там, не знаю, воришку или там какого-то вора, который поймали через камеры наблюдения магазина. Всю лицо видно через камеры видеонаблюдения этого магазина. Почему в этом торговом центре не нашлось ни одна видеонаблюдение, которое их заснял? Я опять говорю, я никого не защищаю. Я просто как адекватный человек хочу увидеть доказательства этому. Даже если это и докажется, все равно не нужно вот так плохо поступить с мигрантами. Почему? Потому что мигранты тут не виноваты. Вспоминайте случаи, которые мигранты стали причиной спасения людей в России. Спасли ребенка строителей из Таджикистана, работающий на соседнем участке. 24-летний парень перелез через балкон на 7-м этаже и спас девушку из горящей квартиры. Я окно ломали, и на девчонка я помогали. Вот ты лично побежал бы, рискуя своей жизнью, спасать бабушку? Пиши в комментариях. Вспоминайте, такие случаи были. Вспоминайте, когда русские поехали в Таджикистан, как таджики их встретили. Купили сюда билеты, прилетели и были просто, наверное, поражены гостеприимностью, отзывчивостью людей. Было даже немного стыдно, насколько мало мы знаем об этой стране, на самом деле удивительной. Блин, тут, наверное, самое прекрасное, что здесь есть, это, наверное, люди. Таджики всегда готовы тебя выслушать, всегда готовы пойти навстречу. То, что я вижу. Мне кажется, что здесь достаточно безопасно. Удивлены были, очень приятно. Люди очень добрые, отзывчивые и стараются помочь. От души спасибо очень большое. Задавайтесь еще вопросом, почему это происходит именно сейчас, то есть после выбора. Задавайтесь вопросом просто. И задавайте вопросы другим. Вместо того, чтобы засунуть голову мальчика в унитаз, потому что он таджик, вместо того, чтобы выгнать из квартиры квартирантов, потому что они таджики, вместо того, чтобы написать в такси, если ты таджик, отменяй заказ, вместо того, чтобы выгонять бригаду строителей, задавайтесь вопросом, почему система пожаротушения самого Крокус-Сити Холла не срабатывала. Задавайтесь вопросом, почему вентиляционные клапаны не срабатывали. Задавайтесь вопросом, как получилось так, что 70% людей погибли, потому что они задохнулись. Как так получилось, что они задохнулись? Задавайтесь вопросом, почему на кадрах видно полицейские и кинологи внутри торгового центра. Что они там делали? Может, у них есть кадры? Где эти кадры? Много вопросов. Вопросов очень много, но ответа на них нет. Если действительно, вот честно, если я буду вот эти примеры привести, я могу до утра это сделать. Но я не уверен, что все это посмотрят. Есть кадры, которые этих мужиков в синем кофте подозревают в этом. Один из них вышел, говорит, что он никак не причастен к этому. Ну, оправдывается. Опять же, то есть это я не отрицаю и не подтверждаю. Так же, как тех людей, которые задержали. Тоже не отрицаю, не подтверждаю. Нужны доказательства. Вот этот человек, который вышел и сказал, что это не он, это тоже не имеет доказательства. Это тоже не означает, что это доказательство. Давайте будем, например, допрашивать, это даже произнести жестко это. Почему, когда этих людей допрашивали, отрезали уху и другого подключили ток к гениталиями. И они действительно осознались. Почему? Потому что любой осознается в всем, что угодно. А этот выходит, говорит, что не, это не я. Давай ты тоже, я не знаю, что-нибудь такое сделай, чтобы тебе поверили. Но если серьезно, то нужны аргументы, нужны доказательства. Приведи доказательства, что в это время ты где был. И приведи доказательства к тому, что ты действительно, то, что ты говоришь, имеет какого-то там, не знаю, веса. И также, вот я тебе говорю, что приведи доказательства, где ты там был в это время, если ты не был там на задержании. И также этого человека, которого задержали, есть запись разговоров, что он говорит, я в это время где был,
есть доказательства. Целый дом в доме был, целый день в доме был. Не надо меня разыскивать, я сейчас сам пойду лично в ГАИ. Я сейчас собираюсь, я только что встал, я все, не знаю, что делать, я сейчас сам пойду в отдел, в ближайший отдел пойду. Извините, я не могу сейчас свой адрес сказать. Да, ночью я целый день вчера даже не выходил из дома. Камеры могут подтвердить это, камеры могут подтвердить, да. Он имеет доказательства, что он не был там, на место преступления. Почему его доказательства не проверили? Следующий фрагмент. Вот на этом видео, знаете, что он говорит? Он говорит, что я сделал. То есть он не понимает, почему его избили. Когда я сказал, что это нарушение не только против права преступников, но и против права пострадавших. Почему? Потому что такими действиями пострадавшие никогда не узнают правду. Только есть одно доказательство, как они предоставляют нам. Говорят, что они сами осознались в этом. Это не доказательство. То, как с ними обращались, любой признается в чем угодно. Вот это факт. И опять я повторюсь, никто их не защищает. По крайней мере, я их не защищаю. Только судите виновных. Если они виноваты, то нужны доказательства. Где доказательства? Я опять говорю, не нужно поддаваться такими манипуляциями. Не нужно быть как куклы, которые какой-то кукловод играется с вами. После того, как вы задаетесь этими вопросами, если вы не можете в голос задавать этими вопросами, вы можете для себя задавать эти вопросы. И ждите. В ближайшее время ждите, какие изменения будут. И каждое действие имеет последствия. Ждите, какие последствия от этого будет. И вы поймете все это. И вы найдете ответ на свои вопросы, которые вы задались ранее. Я могу только так сказать. И в конце опять еще повторюсь. Мы против терактов. Мы против терроризма. Мы за мир во всем мире.